Речникам в этом году приходится действовать быстро и слаженно. Еще до начала навигации длительная весна предрекала быстрое обмеление притоков Лены. Однако по сообщению пароходства план за май даже удалось перевыполнить. На сегодняшний день уже отправлено более 163 тысяч тонн грузов. С грузообразующего пункта Осетрова 42 800 тонн сухогрузного груза, что в 3,5 раза больше к прошлому году. Первостепенная задача ленского пароходства на сегодняшний день – это доставка грузов в пункты рек Амгай и Вилюй. Всего в этом году предстоит перевезти более 1 300 000 тонн различного топлива, строительных материалов и продуктов для нужд республики. Практически треть из этого объема входит в грузооборот самого крупного порта Якутии. Спрогнозировать грузооборот порта на этот год пока тяжело. Надеемся, что все-таки 600-700 тысяч должны переработать. Теплоход «Кубань» пришвартовался сюда после перевозки 2,5 тонн щебня из Алекминского района. Анатолий Сиванков, сменный капитан судна, сейчас как раз принял пост после прибытия. По его словам, сложная обстановка в начале навигации обычно на реке Вилюй, когда уровни воды весной падают практически на глазах. Один раз мы попали так, что стояли там 10 дней, зашли туда и вода кончилась. И все, 10 дней стояли. Потом вода пошла, быстренько сбегали. В Вилюйскую группу улусов уже отгружено 12 тысяч тонн нефтепродуктов. Сейчас туда идет доставка 51 тысячи тонн каменного угля. Стремительное обмеление вынуждает задействовать водохранилище. Уровни уже падают. Открываем затвор Вилюйского водохранилища именно для обеспечения гарантированных судовых глубин, чтобы поднять уровни воды. Всего на реках Якутии работает 122 единицы флота ленского пароходства. И пока итоги мая обнадеживают, что все перевозки будут выполнены в срок. Несмотря на то, что основная работа идет на Вилюй, суда на других реках также не отстают. ЛОР пропортует, что на Амге хорошо работают буксиры РТ-731, Клязьма и Конда, а на Алдан зашли первые танкеры с нефтепродуктами, которые направляются на Эльдиган, Хандагу и Усьмаю. Ульян Бояркин, Александр Князев, Роберт Набиев. Вести.